Спонсор передачи – магазин детского питания и товаров для детей «Викуша». Ну, совсем не идеальная, конечно. То ли дело с фильтрами, с масками, с апгрейдом, с летающими сердечками. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин», и я очень рада вас приветствовать в нашей студии. И вот в связи с этим я сразу хочу вам задать вопрос. Насколько часто ли вам больше нравится ваше отражение через фильтры и маски, нежели ваша реальная внешность? И как вы себя воспринимаете, свой возраст, себя саму? Вот частенько же, да, нам больше нравится через фильтры инстаграмные, когда вот эти действительно сердечки летают. Вот именно об этом мы сегодня и будем говорить. Принятие себя и своего возраста. И если вы заметили, то сегодня я выгляжу немного не так, как обычно, так скажем. То есть я сегодня не накрашена. Ну или немножко не накрашена, вот это вот половиной моего лица. Ведь с помощью макияжа можно изменить в себе очень многое. И именно поэтому я приглашаю сюда нашу фею красоты, с помощью которой преображаются практически все ведущие нашего канала. Это Кристина Соколова. Привет, Кристина. Очень рада тебя видеть. Кстати, у Кристины сегодня день рождения. Давайте поздравим. Спасибо. Вот. В связи с этим сразу хочу задать вопрос. Возраст и реальное восприятие себя, вот оно насколько разница? Вот у тебя как с У этим? меня замечательно, потому что я визажист, Звук. я могу нарисовать все, что угодно. Любой возраст, да? Любой возраст. Может минус 30, да? Ее. Можете, конечно же, Так, сейчас секундочку, подождите. Вверх прибавить. Кристина. Угу. Так, сюда приходи, пожалуйста. Вот Кристина сегодня мне нарисует молодой возраст, да, чтобы я стала красивее. Да. И что для этого нужно сделать? Первым делом, конечно же, мы берем темную скульптурирующую пудру, которая есть, в принципе, у каждой девушки, косметички, да. Берем пушистую кисточку большую, немножко берем и от основания ушей до уголков губ затемняем эту область. Таким способом у нас лицо становится меньше и немножко сужается. Все мы хотим, чтобы лицо у нас было немножко чуть уже, да? Ага. Так. Да. Затемняем визуально. Оно у нас вытягивается, сужается. Этой же пудрой мы можем нарисовать и нос, затемнить, да, крылышки носа. Можем также височную часть убрать, лоб убрать, у кого ярко выраженный лоб, височная часть. Но здесь идеально, поэтому я здесь трогать не буду. Также мы можем подчеркнуть скулы. Темной пудрой. Вот всегда, когда я наношу макияж, хочу, чтобы были щеки меньше, и вот здесь у меня вот отеки бывают. Это вот как можно сделать? Именно этой пудрой, да, убираю? Отеки нет, отеки мы убираем уже консилерами, корректорами. Желательно, чтобы они были в тон кожи, и чтобы они ни в коем случае не были чуть светлее или темнее. Это очень важно, потому что когда мы делаем темнее консилерами, да, консилер вот под глазками, тогда они у нас вот эта вот отечность появляется, несвежий вид. Это все зависит от правильно выбранного оттенка консилера. Пока пудра и консилер наносит Кристина, давайте посмотрим небольшое видео. Мне 43 года, и я
ощущаю себя как-то чуть моложе. Ну, сегодня в связи с съемкой и в связи с тем, что очень активный день сегодня будет намечается, поэтому, наверное, достаточно активно, лет на 25-27. На 30-35, ну как-то так. Мне 37 лет, на самом деле, ощущаю себя 25. Сейчас, например, у меня такой имидж снеговика. Это теплые штаны, куртка и шапка с бомбончиком, такая девочка-снеговичок. Поэтому, когда погода, наверное, больше влияет на то, какая я. Я могу спокойно выйти на сцену, например, своими же моделями, девушками, 15-20 лет с ними. То есть где-то затеряться среди 25-летних, да, то есть они меня за ровесницу принимают даже. Когда новую платье покупаю, вот, да, модную, новую, тогда я ощущаю, молодой. Одежда, шорты, как-то кеды, джинсы. Если по-молодежному одеваюсь, то уже кажется, что да, мне там чуть ли не даже школьницы, да. Можете красная, можете это черная, синяя, но все у меня есть сейчас. Постарше, уже лет на 30, наверное, это когда нужно быть в деловом образе. Я занимаюсь активно спортом, бассейн, прошла курсы фотомоделей, поэтому я достаточно активный человек. И, конечно же, я школу вчера закончила. На меньшее я не согласна. Старше 30 я себя не чувствую, не внушаю. Было в 30 момент, когда я внушила себе, что я взрослая уже и надо вести себя по-другому, и поняла, что не надо так делать. Надо в модельное агентство ходить. Я раньше вообще не умела позировать, а сейчас уже умею. Нужно принять и полюбить себя такую, какая ты есть, со своим возрастом и с тем внутренним состоянием, девушки, девочки, да, где-то женщины, потому что мы меняем роли эти постоянно. Вот как сказали наши героини, надо самое главное любить себя. Кристина, скажи, а что мы сегодня сделали сейчас только что? Только что во время рекламы мы сделали скульптурирование лица, добавили немножко румян, немножко сияния лица, губы. Все мы хотим, чтобы губы у нас были сочными, поэтому я добавила немножко блеска и сделала чувственные губы. И еще я округлила глазки. С помощью телесного карандаша можно округлить глазки, увеличить. Увеличить, да. Для этого мы проводим по нижней слизистой. Называется каял. Глаза у нас раскрываются, больше становятся. Вот смотрите, глаза у меня раскрылись, и стала моложе и красивее. Кристина, скажи, а ты фильтрами увлекаешься, когда фотографируешься? Фильтрами мы увлекаемся, когда я с детьми фотографируюсь. Вот эти кошечки, да. Но я считаю, что всерьез их не нужно воспринимать. Есть косметика, с помощью косметики можно хоть что себе как угодно сделать, да, нарисовать. И поэтому не увлекайтесь фильтрами, пользуйтесь косметикой. Так и вам, да, никогда не нужны будут никакие фильтры. Спасибо большое, Кристина, что этим утром украсила нашу студию. Ну и меня, конечно. Всего доброго. Не за горами череда прекрасных праздников и торжеств. И, конечно же, нам всем нужно приводить в порядок свое тело и свою внешность. И для этого нам благоволят все современные технологии и медицины. Сразу оговорюсь, без скальпеля. И есть у нас в городе такой уютный уголок красоты, гармонии, куда приходят отдохнуть и скинуть груз ежедневных будней. Я, конечно же, говорю о спа-центре Канти. И к нам сегодня в гости пришла Шушан Налбандян, врач-дерматолог, косметолог медицинского и спа-центра Канти. Здравствуйте, Шушан, прекрасно выглядите. Спасибо. Вот сразу видно, что вы работаете в оазисе красоты и молодости. Спасибо. Как же можно эту молодость подольше сохранить? Все мы, женщины, этого очень хотим. Молодость, конечно, понятие растяжимое, да. Молодость кожи, конечно, вам помогут сохранить косметологи. С каждым годом у нас все больше методик для этого. Но важно, конечно, чтобы человек был молод и душой, и телом тоже. А
когда же происходит вот первый звоночек, то, что пора уже идти к косметологу или к врачу? Ну, конечно, косметолог, он решает и возрастные проблемы, которые, да, могут быть звоночком, но также и эстетические недостатки. Поэтому, когда у вас появилась первая морщинка, которая беспокоит, да, не нравится усталый вид, или, скажем, была проблемная кожа, акне, да, вы всегда можете обратиться к косметологу, и он подберет индивидуально для вас необходимый курс процедур. А вот перед тем, как эти процедуры пройти, нужны ли какие-то анализы сдавать? Ну да, конечно, бывают случаи, когда мы назначаем анализы, но это также все индивидуально. Есть, конечно, и стандарты при лечении акне, да, когда действительно перед тем, как прийти к врачу, нужно ряд анализов сдать, но тоже как бы все индивидуально у нас подбирается, и придя уже на консультацию, мы с пациентом обговариваем все эти вопросы. У вас самые современные технологии и аппараты, я знаю, да? Давайте расскажем, вот, что сейчас самое эффективное или самое такое нужное, чтобы вы порекомендовали нашим прекрасным горожанкам? Ну, на данный момент популярной процедурой является смаз-лифтинг, безоперационный, то есть на аппаратах. В нашем городе представлен аппарат Ультраформер. Это действительно по праву эффективный и безопасный аппарат, который имеет все сертификаты соответствия. Это южнокорейский аппарат, является, скажем, аналогом известной Альтеры. И уже практически полгода мы помогаем нашим пациентам с помощью него омолодиться. То есть показаниями к нему являются, скажем, подтяжка лица, да, лифтинг тканей. Если ткани сместились, человек чувствует, что у него усталый вид, да, мы можем применять этот аппарат безболезненно, без какой-либо реабилитации, восстанавливать, укреплять, уплотнять кожу и мышечный аппарат кожи. То есть это как он делает? Вот чем-то там какие-то... Это воздействие ультразвука. Ультразвук в виде манипулы, да, прорабатывается кожа, и превращаясь в такую высокую тепловую энергию, мы как бы сжимаем ткани нашей кожи, мышцы, да, связки, и приводим к тому, что они подтягиваются. Но мы все это делаем как бы неинвазивно. То есть, это не только на лице можно, да? Да, мы можем использовать этот аппарат и на теле с целью уменьшения жировых отложений в первую очередь. Ну, в большинстве своем, конечно, у нас работы по лицу проводятся, и вот одни из наших работ, то есть можно, да, заметить, что... Тут, мне кажется, даже пигментация стала меньше, да? Ну, она осветляется за счет того, что мы воздействуем разными насадками на лицо. И да, структура кожи тоже улучшается. Но результат мы должны оценивать, конечно, не сразу после процедуры, хотя он тоже заметен. Первый результат только через месяц, и он нарастает в течение 3 месяцев. То есть это такая стимулирующая процедура, когда организм вырабатывает свой коллаген. И, ну, плюс к тому, конечно, воздействие аппарата тоже дает свой эффект. А это в каком возрасте можно обратиться? Ну, начиная с 30-35, конечно, все по показаниям. Когда уже есть вот птоз гравитационный, какие-то морщинки даже можно прорабатывать, поднимать брови тоже им можно, ну, лифтинг бровей делать. Ну, то есть показаний много, еще, да. Там у вас, я смотрю, есть примеры, да? Да, это работы наших коллег тоже. Ну, видно, что как бы 5-10 лет действительно человек скидывает. Сразу видно вот эти вот... Да, четкий контур овала лица становится. Вот также. Ну, можно работать и с жировыми отложениями на лице, поэтому уменьшается второй подбородок. А похудеть можно, да, с помощью этого аппарата? Ну, это похудели или вот... Это обработка аппаратом именно, да, различными его насадками, которые воздействуют и на подкожно-жировую клетчатку. Прям помолодел. Да, и вот тоже работы по телу, ну, тут именно воздействие, да, на подкожно-жировую клетчатку идет, чтобы уменьшить отложения. Здорово. А вот вы живот как раз показали, а женщин нам после родов это можно? Ну, после родов может больше волновать, конечно, дряблость кожи, да. Здесь нужно смотреть. Возможно, и таким аппаратом, другими его насадками поработать, либо же инъекционными методами, другими нашими аппаратами, вакуумно-роликовый массаж делать. Ну, то есть вариантов много. Главное прийти, изъявить желание, и уже наши специалисты подберут вам
Что ряд угодно, процедур, да. Ага. А вот есть же какие-то процедуры, которые нужно делать именно вот сейчас, в зимнее время? Есть такие, да? Да, сейчас идет пик популярности химических пилингов, лазерных шлифовок, то есть такой этап обновления кожи, плюс биоревитализация для насыщения ее гиалуроновой кислотой. То есть готовим Наш кожу сухой к воздух холодам, всё-таки да, даёт о себе знать, да, чтобы она пережила эту зиму спокойно, да. И потом уже к весне тоже можно делать другие процедуры, там, чтобы готовить к отпуску, потому что воздействие солнца тоже сильно повреждает кожу, и к этому тоже нужно быть готовым. А как часто нужно приходить вот на эти процедуры? Через какой периодичностью? Ну, тоже, конечно, индивидуально все. У каждой процедуры есть свой протокол, какой-то курс. Ну, если просто человек хочет поддерживать кожу в хорошем состоянии, конечно, нужно начинать с домашнего ухода, это в первую очередь, который тоже назначит врач на хорошей профессиональной косметике. И уже поддерживать это состояние можно, ну, скажем, раз в месяц прийти на уход какой-то, потом курс биоревитализации. Но это все как бы индивидуально. То есть все-таки нужна дисциплинированность, да, слушать все рекомендации, которые назначает врач, да, и тогда все будет прекрасно, молодость сохранится. В этом случае тоже профилактика наше все, да? Да, действительно. Больше работаем, конечно, именно профилактируя и возрастные изменения, и какие-то эстетические недостатки мы уже, конечно, устраняем. А мужчины могут воспользоваться этим аппаратом? Еще раз Конечно. напомните, как называется? Ультраформер, наш Ультраформер. любимый аппарат. Надо да. записать прям сразу. Да. Это, ну, в городе действительно такой самый эффективный и безопасный аппарат, ультраформер для смаз-лифтинга. А вот иногда поход к косметологу немножко пугает последствиями. Вот после косметолога ты ходишь там неделю красная или вся в точках. Вот после этого аппарата есть такое? Нет, после аппарата, ну, могут быть, конечно, какие-то покраснения, если кожа чувствительна, но они проходят в течение 2 часов, и ходишь ты, ну, как обычно, да, только могут беспокоить какие-то боли в лице по типу натренированности мышц, и все, как бы все проходит гладко и безопасно. Никаких осложнений не бывает. Как интересно. Вот вы все время вот находитесь, ну, как мы уже сказали, в оазисе молодости и красоты, да? И тема у нас сегодня вот принятие себя и своего возраста через призму масок. Вы пользуетесь масками, когда фотографируетесь, фильтрами? На самом деле я очень редко фотографируюсь, да, но стараюсь не использовать, да. Конечно, лучше наладить свой внешний вид в жизни, чтобы меньше пользоваться фильтрами. Всем тоже советую как бы больше уделять внимание внешнему виду, домашнему уходу, и тогда надобности в этих фильтрах ни у кого не будет. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, как же назывался этот аппарат, когда, куда можно прийти, вот с какими анализами уже нужно приходить, или можно просто прийти и вы уже назначите на месте? Вы можете прийти на консультацию в СПА и медицинский центр Канти на Каландарашвили 7, потому что аппарат у нас находится только там. Ну и время вам поможет выбрать администратор, вы можете позвонить, записаться через директ в Инстаграме. К слову, у нас появилась страничка Канти Косметология отдельная, там мы будем уже выкладывать посты с рекомендациями, с нашими процедурами, то есть все будет более подробно, поэтому, ну, информация у нас доступная. Ой, здорово. А вы сами часто пользуетесь вот этими аппаратами? Ну, мне кажется, мне пока не нужно пользоваться смаз-лифтингом, да. Я больше прибегаю пока к уходовым, к домашнему уходу, к мезотерапии, к пилингам. Но после 30, да, 35? 30-35, ну, все по показаниям. То есть, если вы чувствуете, что у вас поплыл овал лица, конечно, да, можно уже обратиться, и мы подберем для вас либо вот эту процедуру смаз-лифтинга, либо другие методы. Спасибо, Шушан, так интересно. Прям Пожалуйста. я себе записала уже ультраформер. Девочки, запомнили, записываемся. Все-таки не за горами Новый год, Да. и нам всем нужно уже приводить себя в порядок и в форму. Всего вам доброго, спасибо большое.
Говорим мы сегодня о принятии себя и своего возраста. И, как мне кажется, только достигнув определенного возраста, можно понять его в том, что он прекрасен, и у каждого возраста есть свои неповторимые плюсы. И я счастлива пригласить к нам в студию своих коллег, наставников, журналистов и, самое главное, прекрасных, очень стильных женщин, энергичных, которые всегда полны идей и энергии. Доброе Это утро. Антонина Афанасьевна Новгородова, режиссер телевидения, отличник теле- и радиовещания, заслуженный работник культуры республики, лауреат журналистской премии «Золотой граммофон». Бесконечно можно перечислять. Микрофон. Микрофон, извините. Скоро будет граммофон. И Зоя Николаевна Игнатьева, отличник образования России, отличник здравоохранения республики, член Союза журналистов страны. Доброе утро, дорогие мои. Доброе утро. Рассказывайте, откуда вы берете вот силы, энергии, всегда так красиво, стильно выглядеть. Мне кажется, вот подруги по жизни даже похожи немножко внешне. Да, наверное, немного есть. Все равно на внешность откладывает образ жизни, да, общение. Поэтому наверняка и общая работа, кстати, мы же вместе. Да, уже около 20 лет. Да, Бок о бок, да? Да. 18 лет. 18? Да. Ну, почти что скажем. Совершеннолетие уже. Да, 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 да. вполне возможно. А скажите, а вот по вашим ощущениям, вам сколько лет? Ну, я всегда ощущаю себя на 45 Чем и вам, очень довольна. чем вам нравится вот именно этот возраст, вот 45? Чувствуешь уже такую полную свободу. Да. В конце концов, можешь позволить все. Ага. Так что в этом году я, конечно, постаралась измениться, потому что шла к этому очень долго, да. И потом я очень довольна, что я нахожусь именно в возрасте, да, который как бы можно было даже и озвучить, 68. Ух ты. Но я себя чувствую Вы как выглядите как 45. максимум на 45. Да, я стараюсь, стараюсь. Зоя Николаевна, а у вас как? Ощущение у меня, конечно, примерно такое же. Но, может быть, чуть старше, да. Я думаю, что самое главное изнутри ощущать возраст. Поэтому, в общем, своих сегодняшних лет я не ощущаю. Ах, ты Потому здорово. что жизнь активная, Мгм. все это сказывается. А вот на это вот вы сказали, образ жизни очень влияет, да? А вот одежда, стиль, макияж, вот настроение, с какой ноги вы сегодня встали, это все влияет, как-то откладывается? Конечно, конечно. Дело в том, что многие тоже вот меня спрашивают, да, Антонина, как ты так выглядишь? А мне как бы... Все не мои ска- коллеги так спрашивают. А я почему иногда тоже задаю, да, что это вдруг стали меня спрашивать, да? А с одной стороны, я думаю, подумала, это уже во мне как бы сидело и назревало. Во-первых, подтягивает то, что я работаю на телевидении, да? Это уже говорит о многом. Потом надо следить за здоровьем. Для этого я каждое утро с Кальвицы 13 иду пешком на НВК. Даже не Каждый- 48. Да, Полгорода каждый день. практически. Сегодня только я вот приехала на автобусе. Ага. Это уже почти что около 5 лет. Даже в минус 50? Всегда одеваю куртку, штаны и все. И помчалась. Так И что понеслась. и понеслась, как говорится, душа в рай. Ну вот в этом, конечно, стараюсь я как-то себя держать, потому что когда начинаешь интересоваться собой, да, как одеться, как себя преподнести, уже и думаешь, что совершенно по-другому. Да, это все тебя как-то настраивает на позитивный, хороший лад. Вот мы смотрим ваши фотографии, вы очень любите путешествовать, да, у Да, вас очень много фотографий да, с разных уголков да, мира. да, Это да. тоже, наверное, Ну, почти что любовь тоже к жизни, да? около 28 стран посетила. Еще Так 2 что- страны надо и юбилей. Это точно. Вообще я человек любопытный. Мне вообще вот мое любопытство, а любопытство, говорят, это вот двигатель. Когда тебе становится интересно жить и познать очень многое, тогда у тебя есть определенное движение. Цель в жизни. Здорово. Зоя Николаевна, а у вас как все это вот проявляется? Вот это вот ваша энергия, любовь к жизни. Вот вы тоже Откуда одна она из... берется, да? Да. Ну, во-первых, утро я начинаю с зарядки, где-то примерно час. Мне надо работать, потому что у меня была травма ноги, да? Ага. Потом обливание холодной воды тоже бодрит. Ну, а потом уже
работа. Вот совсем недавно, я помню, до Зои Николаевны ходила хромала, да вот травма была, да? Сегодня она уже на каблуках бегает. Ну вот, все это так. Она вообще стойкий человек, потому что я даже удивляюсь. У нее так получилось, что почти что в год 2 такие травмы, да? Вообще вот другие бы лежали и бегали бы только с костылями. Но меня вообще поразило, в течение 2 она восстанавливается, и смотрю, уже пошла на работу. А сейчас просто, пожалуйста, вот на каблуках. А вы такие вот девушки-авантюристки, да, немножко, и друг друга вот подталкиваете на всякие авантюры, на шалости. И недавно вы подписались на такой конкурс, как «Золотая леди», да? Это Тоня меня подвигла на это. Она мне первая рассказала об этом конкурсе. Но я подумала, почему бы и нет. И А что это за конкурс? Вот немножко кратко расскажите. Конкурс, в общем, это конкурс для женщин за 50, да? Плюс 50. плюс. И, ну, я поняла, например, что тут должны быть, женщина должна показать себя и изнутри, и внешне, да? То есть и стиль, и в то же время увлечение, образ жизни. В общем, и пришли очень самые разные женщины, очень много, очень интересные, талантливые во всех отношениях. И когда нас знакомили с жюри, мне даже стало немножко неловко. Думаю, боже мой, пожалуй, мне не о чем рассказать. Но... А мне... А почему вы сами не пошли, только подругу отправили? Дело в том, что мне с нового дня пришла смс-ка. Антонина Афанасьевна, вам надо давайте, участвовать. Ну, а я в то время участвовала в другом проекте, о котором я пока помолчу. И совершенно была занята между нами. И потом, как бы сказать, я же работаю где? На телевидении. Я всегда, как говорится... В гуще событий. Да, в гуще событий. И зачем мне это надо? Если бы я захотела бы, конечно, пошла. Просто для меня это много. Но есть дорогая подруга и коллега, да? Ну вот, я ее подтолкнула и очень счастлива. Что вы там должны рассказать, Зоя Николаевна? Ну, рассказать... Представить там... Собственно, сначала нужны были фотографии, для чего мы сделали. Там кто-то фотосессию, кто-то дал любительские снимки. И все началось от такого с визуального знакомства. Потом мы рассказали о себе. Каждый на своей страничке в Инстаграме написал, что о себе думает. Ну и потом вот была встреча с жюри. Очень приятные люди все оказались. И участницы рассказали о себе. Здорово. Вот раз мы затронули Инстаграм, да, вот насколько вы пользуетесь при фотографировании вот инстаграмными масками, фильтрами? Увы, нет. Вот я, например, совершенно недавно научилась делать селфи. Ездила все время с палочками, то да сё. И вдруг меня вот так вот научили. Но как-то вот опять времени как-то не хватает, да? Мне тоже вот многие спрашивают: Антонина, ты же на телевидении работаешь. У тебя такая страница была бы. Сама пишешь, сама там фотографируешь. Да, видео вкладывала. Как у тебя вообще работа бежит, да? Ну, тоже как-то времени нет, и потом я отложила, у меня там впереди еще массу лет жизни, как говорится, да, может быть, я там. Научитесь. Да, а так я особо вообще не заворачиваюсь. Вы тоже не пользуетесь, да? Нет, Машенька, нет. Не пробовала, но попробовать можно. Да, все так. То есть мы за все новое за любой кипиш, да? Конечно. Ну да. Дорогие телезрители, сразу после рекламы мы увидим гардероб наших прекрасных золотых леди, который вот спрятался за дверями нашего шкафа. Сразу после рекламы. Еще раз добрый день, вы смотрите «Город женщины», и у меня в гостях наши золотые леди нашего телевидения Антонина Новгородова и Зоя Игнатьева. Так, во время рекламы мы успели переодеться с нашими красавицами, так как мы сегодня говорим о принятии себя и своего возраста. И на это влияет, конечно же, и гардероб, и макияж, и внешность, и все-все-все, да, девушки? Давайте... По-другому никак не могу к вам обратиться. Так, мы уже успели переодеться. Да. Ну, вроде бы.
Давайте встанем, да, наверное, и покажем. Вот до этого вы сидели в черной кофте. Да. Например, с Антониной Афанасьевной начнем, да? Черная кофта была, и легким движением руки Мы мы переоделись, превратили. Вот это вот что за кофта? Вот как вы вообще сочетаете, вот с утра встали и выбираете одежду или как? Вы всегда такие стильные и модные. Куда ты? Вот у меня самая главная моя любимая фишка это вот, это вот мои брюки. Я их везде одеваю, и в командировку, и везде. Это как моя, как визитная карточка. Вот. И сегодня я вот принесла некоторые вещи, да, потому что многие женщины говорят, брюки в клетке это нехорошо, и вообще его сложно комбинировать, собрать луки, там всевозможно. А для меня это наоборот такая фишка, она меня заставляет работать. Да. Что одеть? Вот сегодня у меня вот очень интересная вот рубашка. Да, она у меня, интересная. она трансформер, скажем так. Красота! Вы где Да. такие вещи вообще находите, а? И вообще я люблю многослойность. Ага. Потому что всегда можно вот раз взял, шарфик накинул, кофту сняла, тут поясок одела, все, и помчалась. А брюки это вот то, что даже вот на торжественное можно одеть просто белую рубашку, и крупное хорошее украшение, и все. То есть вы как в кино Да, любите, да, для да, чтобы меня легким требуется. движением руки Да, брюки Да, превращались. обязательно. Так что вот, пожалуйста. Здорово. Зоя Николаевна, у нас жакет. Да? Машинка жилет. Жилет. Я его использую, в общем-то, в тех случаях, когда, ну вот я пришла в белой рубашке и в брюках, да, а если я собралась куда-то на более официальную встречу, то Рубашку заправила, да? рубашку заправила, слегка как бы подчеркнула ремень, так, талию немножко, и накинула жилет. Это вот деловой образ. А можно, и вообще на белую рубашку я тоже люблю так делать, если, скажем, пригласили на какую-то дружескую встречу, можно я покажу? Давайте, Да? давайте, конечно. Ага, Можно то же самое, ту же самую рубашку оставить, ага. взять То есть любой- белая рубашка это такая база, да? Да, база. Ага. База. И накинуть любой прям- джемпер, да? Вот скажем так. Так? И можно и на прогулку, Куда угодно. куда угодно, да? И в Можно перерыв. бижутерию добавить, Ага. да? И, собственно говоря, ты готов. А аксессуары, насколько вы любите? Вот я смотрю, Обожаю. у вас сережки, кулон, ремешок. Я думаю, знаете почему? Вот я когда пешком хожу, присяду, да, я Маша? всегда это обращаю внимание, да? Многие, вот и летом, вот особенно летом, когда мы начинаем раздеваться, да, и я наблюдаю, женщины покупают шикарное платье, да, а ходят они такие, как белый лист. Ага. Надо обязательно что-то на себя накидывать, одевать, потому что вот это вот становится какой-то некой изюминкой. Акцентом, да? Да, акцентом. Ага. А вот многие к этому привыкнуть не могут, да, и это, потому что вот сейчас всевозможные современные как бы куча бижутерии в любом магазине можно за копейки купить, да? Просто их надо знать, когда и с чем одеть. Вот Вот это, это, вот мне самое кажется, главное. самое сложное. Да. Я по себе знаю, Да. вот глаза разбегаются, и сразу не знаю, что взять, за что взяться. Но я вот советую все же покупать классику, потому что нынче вот такие вот огромные цепи, а потом они могут как бы отойти, да? А вот цепи вот эти крупные, оно всегда классика. Вот я принесла вот там металлические вот ожерелья, которые не успела одеть. Вот это я покупала в 90-е годы. И к ним сережки. И представляете, да, вот я не Классика не успела вот стареет. эти сережки одеть. Ага. Вот к этому, как говорится, да? А на самом деле вот оно вернулось. И я фактически вообще редко покупаю бижутерию, потому что было время, когда я как бы увлекалась и как-то И мода, накупила себе. и как бы. мода циклична, да? Да, да. А потом я просто поняла, и потом на переделку даже можно отдать. То, что мы раньше вот янтарные, вот эти Покупали, всевозможные, да, и я как-то отдавала, и мне шикарные такие вещи делали. Но наша работа такая же, мы придем, у нас брюки, кофта, быстренько шарф, ну, то, если да еще Все брошка. быстро, Да, а на ездить? вечерние мы же
Я, например, очень редко Сама хожу на себе такие. модельер и стилист. Да, да. Вот, Зоя Николаевна, Антонина Афанасьевна, что вы можете посоветовать нашим прекрасным дамам, которые вот, ну, ходят как белый лист, как вы сказали сами? Что бы я пожелала? Я пожелала женщинам плюс 50, чтобы они не боялись и меняться. Потому что если человек меняется, меняется все. Окружение меняется, да? И потом это шаг вперед. Ты тоже познаешь себя, да? И когда человек сам меняется, я думаю, в этой жизни все меняется. Потому что это просто не голые слова. Потому что я говорю, со временем хотя бы в 5 лет один раз надо кардинально поменять себя. Как это сделали вы, да? Да. Даже цвет волос поменяли, Зоя Николаевна. Тоже небольшое Я думаю, пожелание что нашим телезрителям. Самое главное для любой женщины, а тем более за 50, да, это активный образ жизни. Активный. Именно всем интересоваться, везде стараться быть. Тогда ты будешь... Быть любопытными, да? Да, быть. Интересными. Спасибо большое, дорогие дамы, что посетили нашу студию. Будьте всегда так же энергичны и красивы, и обязательно достигнете вот 30 стран, чтобы было, как минимум. Сделаем. И у вас тоже. Догоняю. Спасибо. Догоняйте. Дорогие телезрители, как сказали наши гости, аксессуары решают очень много. И давайте посмотрим наш интересный сюжет, который подготовила Маргарита Макарова. Как же правильно подойти к выбору очков? Ведь это очень важный процесс. Ведь очки – это не только дополнение к образу, но еще и самый настоящий помощник на каждый день. Сегодня я подробно расскажу вам о том, как выбрать очки своей мечты. Наши салоны «Оптика номер 1» предлагают большой выбор готовых очков, оправ, аксессуаров к ним, как по доступным ценам, так и образцы премиум-класса с международных выставок. Для начала я рекомендую пройти диагностику зрения. Это бесплатная услуга, но она здорово помогает при выборе оправы и видов линз. Эта процедура занимает всего не более 10 минут. И сразу после этого начинается самое интересное. Мы идем в торговый зал, чтобы подобрать оправу. В настоящее время оптическая индустрия предлагает очень большой выбор видов именно оправ. Например, пластиковая оправа очень подойдет людям, у которых близорукость, потому что она выгодно скрывает толстые края линз, и при этом очки будут выглядеть эстетично и легко. Также существуют безободковые оправы на втулках. Их предпочитают люди, которым нравится простота и легкость на каждый день. Можно практически подобрать под любую оправу, поставить любые виды линз и любые диоптрии, даже самые большие. Например, человек захотел поставить совершенно легкую безободковую оправу линзы с большой диоптрией. Мы смотрим сюда. Если обыкновенная линза выглядела бы, например, вот такой толщины, как показано здесь, то линзы с коэффициентом 1,74 выглядели бы совершенно как обыкновенные линзы с небольшой диоптрией и выглядели бы легко, эстетично и красиво. Именно в это время как раз большинство людей предпочитают путешествовать в солнечные теплые страны. Поэтому у нас всегда есть самые интересные, новые, замечательные, красивые коллекции солнцезащитных очков. Возьмем, например, вот эту. Посмотрите, пожалуйста. Это новая модель с новым трендом, аксессуаром, которая сейчас покоряет Европу. Солнцезащитные очки обязательно должны быть с линзами с защитой от ультрафиолетовых лучей. Но немаловажным является и материал оправы, так как в теплых странах оправа непосредственно соприкасается с кожей и не должна вызывать аллергию. Особое внимание хотелось бы обратить на оправы для наших маленьких покупателей. Ведь помимо гипоаллергенного пластика, они имеют еще специальный шнурочек, чтобы очки не падали, а также замечательный небольшой ремонтный комплект, благодаря которому родители могут быстро и легко делать совершенно небольшой ремонт после своих маленьких шалунов. На самом деле существует
существует неограниченное множество вообще видов оправ, цветов, моделей. Но самое важное при выборе, я считаю, это комфортность при ношении и, конечно же, хорошее настроение и уверенность в себе. Если вы желаете сделать подарок своему близкому человеку, то вы можете вручить ему наш подарочный сертификат. Уверена, что мои советы вам пригодятся и помогут выбрать вам те самые незабываемые очки своей мечты. Раз у нас сегодня такая тема, без главного стилиста города женщин мы не могли обойтись. Наш гид по стилю Бема Лазарева у нас в гостях в студии. Бем, привет! Привет, привет! Соскучилась по студии? Вообще очень соскучилась, я прям везде все сфоткала, там, я не знаю, такая, родные стены. Все вспомнила, Все да? вспомнила, да. Спасибо, что пригласили. Тема очень интересная, на самом деле, и актуальная, животрепещущая, я бы сказала. Фильтрами увлекаешься? Ну да, иногда бывает, потому что режим работы у меня 24/7, и, конечно, под вечер или там в обед, то есть выглядишь ты не очень уже. Надо очень. Ну, надо очень, да, конечно, стараться. Ну, фильтрами увлекаться, конечно, не стоит, это обман, потому что бывают курьезные ситуации, когда ты смотришь в Инстаграме человека, ожидаешь прекрасную девушку-модель, приходит девушка далеко, ожидание, реальность, то есть, да, то есть это все обман, поэтому как бы на грани нужно пользоваться, и все будет хорошо. То есть так нужно все-таки давать себе отчет, контроль, да? Контролировать себя, конечно. Люди должны, когда при знакомстве с вами, узнавать вас, а не человека из фильтров, поэтому как бы... Мне кажется, тут очень важно, чтобы человек сам себя узнавал в зеркале. Есть такая проблема еще. Да, потому что бывает то, что увлекаются, шкала увеличения все увеличивается. Давай об этом сразу после рекламы. Бема нам еще принесла очень стильные, красивые луки, что с чем сочетать и быть моложе. Вы смотрите «Город женщин», и у нас сегодня наш гид по стилю Бема Лазарева, и мы подошли к нашему заветному шкафу. Да, на самом деле я принесла топ ошибок, которые не стоит делать женщинам за 50. Первое, это, конечно, непонятный рисунок и огромный балахон, то есть не оверсайз красивый, а огромный балахон, который, по идее, мешковина должен скрыть ваши там, лишние килограммы, возможно, да? Но на самом деле это ничего не скрывает и добавляет вам плюс еще минимум 5-8 лет. Поэтому нужно избегать таких вещей, неопределенных цветов. То есть цвета должны быть четко лаконичными или желательно каким-то, избегайте полутонов, потому что полутона добавляет вам еще полутонные возраста. Еще больше, да? Да, еще больше. И, конечно же, такие вот вещи, как такие, видите, вот такой угол, мыс у нас образовался, этот мыс добавляет вам животика, поэтому не стоит этого делать и избегать таких вещей. Цвет хороший, цвет яркий, все хорошо, но фасон просто ужасный. Это платье добавит вам возраста, ну, наверное, плюс 5, от 3 до 5 лет. Но если вы от 40 до 55 примерно. То есть это можно молодым, что ли? Нет, наоборот. Такое платье можно носить только женщинам за 60. Тогда это платье освежит. Все, что касается до, запрещено прям совсем-совсем. И тогда, потому что, представьте себе, женщина в 40 лет выглядит еще очень молодой. Ошибка в чем именно? В материале или в форме? В материале и форме. Здесь гипюр такой активный, его слишком много. Его должно быть совсем чуть-чуть, и тогда будет все хорошо. Еще одна ошибка, которую делают женщины тоже довольно-таки молодого возраста, да, не до 50, допустим. Это же я! Это тоже такая же бесформенная одежда, но здесь вот есть какой-то намек на оверсайз, да, то есть можно, если что, ремнем сделать, но ни в коем случае не носите его просто так. Обязательно добавляйте какие-то аксессуары, серьги, акцентные и так далее. И здесь вот нужно избегать
То есть надо доработать. Дорабатывать абсолютно точно. Вот как сказали наши предыдущие гости, не быть совсем чистым лицом, но добавлять свою уникальность. Единственная ошибка в этом платье – это его структура, ткань. Она пушистая. Плюш. То есть нужно быть очень аккуратными и осторожными. Если с фасоном все хорошо, второй как бы оценочный ваш этап должен быть – это ткань. Если бы было бы, это, допустим, платье вот это из бархата, да, например, да, то она смотрелась бы очень благородно. То есть… Да, то есть, да. Еще нужно избегать таких… как сказать, взрослых тканей. Это одна из такая ткани, как называется, твид, жаккард, это разве не креп. модное? Это очень модно, очень модно, но когда, например, тебе 21, и ты будешь в твидовом пиджаке, ты будешь выглядеть взрослее. Во сколько намного. тогда мне можно твидовое пальто, пиджак? Наверное, после 28-30 лет. И то это должен быть такой современный дизайн. Оно должно доработаться там, аксессуарами обязательно. То есть это просто наденешь твидовый пиджак в 35, то ты выглядишь как 45. То есть какие-то такие, да, взрослее. И еще одно, как бы очень… По идее, это образец нашей элегантности, там еще чего-то, да, то есть это жемчуг, да. Но надо с ним быть очень аккуратным. То есть молодым девушкам я вообще не рекомендую носить ожерелье из жемчуга. Почему? Потому что она добавляет минимум. Это же классика, это разве классика, нет? да. Но можно же сделать это красиво, сделать это в сережках, например, в кольцах, да даже в браслете, в заколках, ободок. Но именно ожерелье из жемчуга она добавляет возраст. То есть это мне тоже 60 плюс надо одевать, да? 50 плюс, 50 плюс. 50 плюс это как раз-таки образец элегантности и так далее, и так далее. Здорово. Тогда здорово. То есть подсвечивать лицо будет и так далее. И, конечно же, наверное, самое классное, что может как бы освежить лицо, и женщинам за 50 лет обязательно нужно брать вооружение. Спасибо. Это белая рубашка. Нашим деткам? Так. Тут есть у нас здесь у нас не ошибки, да, здесь у нас все хорошо. Для детей, конечно, очень круто смотрится, когда малыши носят комплекты и многослойные комплекты. Это, во-первых, удобно для вас, то есть, когда ребенку становится жарко, вы снимаете, и у вас уже как бы дальше все хорошо. Цветовые сочетания очень интересные, и когда вы носите, как бы одеваете своих малышей в красивую одежду, вы воспитываете в них вкус. Это надо вот прямо с детства, да? То есть с детства. Тогда они начнут уже как бы с малышами уже понимать, что красиво, что нет, и все хорошо. Это для девочек. Мне очень нравится сочетание классической клетки и бархата. То есть когда бархата, здесь это бархат, да. Ух ты! Круто, да? И такие прям штанишки классные, укороченные, как мило. И смотрите, здесь этот прием тоже работает и для взрослых, когда подсвечивается лицевая часть. Здесь может быть любой цвет, если у вас такое, допустим, подсвеченное лицо, воротник, шарфик, неважно. То есть вот это вот прям хороший лайфхак и для взрослых, так что берите на вооружение. Девочка будет смотреться очень красиво в этом, очень удобно и комфортно. И ткани, самое главное при выборе детской одежды, это ткани. Дальше смотрим, это у нас мальчик. Мальчик прям элегантность, сама элегантность. Особенно мне нравится здесь такая вот, это нашивка в виде медвежонка, очень мило. Хорошо. Спасибо большое, Бема, за такой обзор. Это классно прям. Вот, мне кажется, вот подсветить лицо, не переборщить с жемчугом, бархатом, гипюром. Посмотри, как это мило, боже мой. Я не могу. Здорово. Так, спасибо большое. Я была очень рада тебя видеть. Приходи к нам обязательно еще. Зовите. И ждем твои разборы гардероба в следующих эфирах. Да, очень интересные эфиры нас ждут. Все будет супер. Так, внешность мы обсудили, с одеждой и макияжем разобрались. Но, как говорится, все у нас из головы. Так что мы сегодня пригласили к нам в гости психолога Центра психологии Елену Колтовскую. Елена, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Лена. Вот на фоне бесконечных этих фильтров, как же все-таки не исказить вот восприятие самой себя?
самой себя, но у нас в психологии именно есть такое понятие, как дисоморфобия. То есть человек в большей степени именно начинает именно на этих фильтрах именно видеть идеальный свой вариант. То есть он хочет именно изменить себя, он перестает воспринимать самого себя в большей степени. Когда ранее у нас были проблемы восприятия, скажем, вот именно не фильтров, а именно восприятие себя за счет образов, например, предположим. Для меня, например, предположим, что образ именно элегантности и красоты является, например, Анджелина Джоли, Одри Хепберн или Моника Беллуччи. Но таким образом я не являюсь То есть такой культ внешности. Культ внешности, да. Но в данное время, именно в современном, вот, скажем, за счет наших фильтров, за счет этих масок виртуальной реальности, у человека уже есть выбор того, что именно каким он может быть в другой реальности, то есть виртуальной. А как же с этим бороться? Или не нужно с этим бороться? Это можно пережить или как? Нет, ну, конечно, если смотреть то, что у нас уже меняются фильтры на более реальные, вот ранее, например, что у нас было? Увеличенные глаза, суженный Да, даже нос, Инстаграм тот же ввел политику натурель. Да, вот, Инстаграм это хорошо, то, что он ведет такую политику, но если посмотреть и если взять именно зарубежные наши истории, то, что происходит в Корее, например, я надеюсь, нас не затронет. То, что именно там. Когда повальное увлечение пластической хирургии, да, вот изменение самого себя, но именно фильтры в большей степени говорят о том, что именно сделать чуть-чуть, как бы именно краску добавить. А для нашего поколения Z, это наши как бы именно подростки, наша молодежь, в большей степени она уже более-менее воспринимает это. А взрослые, вот то, что вот именно вот наши золотые женщины сказали, да, они пока не, они в большей степени вот приверженцы классики, то, что именно твое внутреннее состояние, внешний вид, именно это одно целое. Вот. А как же вот все-таки вот наше поколение Z, вы сказали, да, они увлекаются и слишком увлекаются, бывают. Как же с этим бороться? Вот детей нужно ограждать от этого? Ну, это же практически невозможно в современных условиях. Да, к сожалению, это невозможно сделать, но если посмотреть, почему именно происходит такая проблематика, вот именно, скажем, ребенок, если он с нормальным восприятием концепции своего «я», у него не будет проблем с этими фильтрами. Но, предположим, если ребенок не имеет, скажем, социальных навыков, он больше такой асоциальный, который в большей степени живет в виртуальном мире. Также наша компьютерная зависимость, ребенок, который в большей степени не смог выразить свое «я», он будет, да, подвержен именно таким вот. Вот на самом деле по внешним показателям, но подросткам же это не нужно, там же нечего подправлять. Вот как Бема сказала, к вечеру вот устаем, и мешки под глазами, и отек появляется. Вот тогда вот, мне кажется, можно, да? А подросткам не надо. А когда вот ты видишь, что твой близкий человек слишком увлекается, да, и мне вот даже многие мои знакомые говорят, когда вижу свое реальное отражение в зеркале, немножко пугаюсь. Потому что настолько привыкла видеть себя через камеру, через вот эти фильтры, когда у нас и носик тоньше, и щечки меньше. Да, но, к сожалению, есть такое. Ну, вся проблематика состоит в том, что именно человек перестал воспринимать самого себя. Он не принимает самого себя. И в большей степени это у нас являются комплексами. Что же нужно сделать? Есть какой-то рецепт? Рецепт, ну, в большей степени, это принимать себя такой, какой ты есть. Твое внутреннее состояние, внешнее, это все равно одна же призма. Есть очень много таких методик, примеров, которые у нас очень популярны сейчас. Например, колесо баланса, например, баланс жизни можно найти, линию жизни. Можно просмотреть такие хорошие вот результаты именно восприятия самого себя. Шопинг может помочь? Да, шопинг, конечно. Если мы в большей степени, скажем, разумом можем воздействовать на свое тело, то телом мы тоже можем воздействовать, скажем, на свое внутреннее состояние. Если взять и такой пример, то, что именно люди, которые, предположим, женщина уже в таком возрасте солидном, 40-50 лет, но она одевается как девушка. Ну, сзади пионерка, спереди пенсионерка, да? Да, есть такое, но, к сожалению, это означает то, что у нее есть какие-то неправильные образы восприятия. Предположим, женщины, которые вот именно были, вот Антонина и Зоя, да, это шикарные женщины. Это люди, которые вот именно приверженцы того, что внутреннее состояние отдает именно вот отражает вот в нашей внешности. Но бывают люди, которые не воспринимают свой возраст, и у них какие-то образы, предположим, вот люди 60-х, 70-х годов, они видят образ своих мам, бабушек, то есть в большей степени они пытаются сохранить, да, они чувствуют себя молодыми, это хорошо, но внешне они отказываются это принимать. То есть это
какая-то недолюбленность, да, может быть? Или Я бы как? не сказала, что недолюбленность. В большей степени это образ, который у них стоит. То есть женщина 50 лет должна выглядеть так. То есть у них неправильно идет свое восприятие. Спасибо большое, Лена, за такой интересный рассказ. Вот все-таки самое главное, вот как вывод можем сказать, да, надо любить себя. Да, воспринимать себя такой, как есть. Девушки дорогие, любите себя. Обязательно шопинг-терапия тоже может помочь, да? Да, Вот конечно. как наши гости говорили. Ультраформер только раз в год, кстати, Шушан просила вам передать. Так что смотрите «Город женщин» и любите себя.